اکثر فقیهان اسلامی Имам Али Рахмон призвал жителей Таджикистана, работающих на полях, перенести пост в месяц Рамазан на другое время. Пресс-служба президента Рахмона опубликовала его обращение к народу. Сейчас я еще раз напомню своим дорогим соотечественникам, что месяц Рамазан в этом году, помимо опасной пандемии коронавируса, совпал со временем весенне-полевых работ и сбором ранних урожаев, говорит Рахмон. Далее президент Рахмон говорит о неких исламских ученых, которые якобы высказали мнение о дозволенности переноса поста на другое время. При этом имам Али Рахмон не назвал именно тех самых так называемых ученых, на которых он ссылается. Совершенно очевидно, что в соответствии с учением священной религии ислама, здоровье человека и защита жизни людей является выше всех других предписаний. Эта мысль не раз подробно подчеркивается в мусульманских религиозных доктринах. Многие исламские богословы утверждают, что земледельцам, животноводам и лицам, занимающимся тяжелым трудом, здоровью которых голодание и жажда наносят ущерб, дозволено воздержаться от поста, говорит он. Также он назвал соблюдение поста в месяц Рамазан нанесением умышленного ущерба своему здоровью. Если работающий на полях человек постится, то есть мы не должны сознательно наносить ущерб своему здоровью и подвергать себя самоубийству в результате воздержания от питья воды и принятия пищи. Напомним, что имам Али Рахмон в прошлом году также призывал перенести Рамазан работающих на полях и строителей Рагунской ГЭС. Тогда его поддержали в этом обращении проправительственные имам-хатибы. Корреспондент Хабархо обратился за комментариями к Шакирхону Дамолло из Душанбе. تمام مذهب‌های اسلامی از جمله مذهب حنفی یکدلانه اعتراف می‌کنند که Все исламские мазхабы, включая ханафитский, единодушны в том, что пост в месяц Рамадан является обязанностью каждого половозрелого мусульманина. Не поститься могут лишь перечисленные в аяте категории людей. فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь. Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Таким образом, все люди, кроме больных и путников, обязаны соблюдать в месяц Рамадан пост. Также, согласно другим шариатским текстам, дозволяется откладывание поста беременным и кормящим женщинам. Употребление же пищи в месяц Рамадан без шариатского оправдания является большим грехом. Ибн Хиббан приводит достоверный хадис от Абу Умама аль-Бахили, который сказал, что слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я спал, и тут ко мне пришли двое мужчин. Они взяли меня за руку и привели к горе. А после сказали: поднимись. Я ответил: я не могу этого сделать. Они сказали: мы поможем тебе. Я поднялся на самую вершину горы и вдруг, услышав сильный звук, спросил их: что это за звук? Они сказали: это вой обитателей огня. Потом они пошли со мною, и я увидел людей, подвешенных за их сухожилия, с разорванными ртами, из которых текла кровь. Я спросил: кто они? Мне ответили: это те, которые употребляли пищу, прежде чем закончится их пост. Имам Аз-Захаби говорит в книге Аль-Кабаир: верующие твердо уверены, что человек, оставивший пост в Рамадан, не будучи больным и не имея уважительной причины, из-за которой можно не поститься, хуже прелюбодея и алкоголика. И даже более того, они сомневаются в его приверженности к исламу и подозревают его в неверии. Тот факт, что президент Рахмон уже не первый раз выступает с подобным предложением, означает крайнее пренебрежение к одному из столпов ислама. И это не является удивительным, учитывая, что за более чем 25-летнее правление он уже приложил все возможные усилия для продолжения незаконченного дела русских советских колонизаторов по уничтожению религии в нашей стране. Он
Он сейчас думает только о том, как ему пережить надвигающийся экономический кризис, при котором он останется в стране наедине с миллионами бывших трудовых мигрантов, крайне разочарованных тем, что экономика Таджикистана держится только на денежных переводах из России, в то время как богатства нашей земли распродаются за копейки китайцам, а бюджет разворовывается кланом Рахмона, считает Дамулло. و بودجه کشور از طرف کلن رحمان غصب می شود. قحطی و قیمتی و نقص با وجود میاد.